Началось заседание с отчета Геннадия Виноградова об инвестиционной политике в городе в 2011 году и первом квартале 2012. Самый показательный пример инвестиций в прошлом году – машиностроительный завод «Липхер». В перспективе – строительство завода «Даниэли», нового склада сладкой жизни и пожарного депо на Северном шоссе. Впервые за долгое время вспомнили на заседании и про нефтехимический кластер, и о той работе, которая проведена в этом направлении. Выполнены работы по инвентаризации земель под производственными площадками завода «Капеллактам» и завода «Отиси Этилена» и гликолия. В стадии разработки бизнес-плана кластера. В срок до 1 июля этого года будет создана специальная проектная компания для управления кластером. В третьем квартале 2012 года планируется завершение разработки региональной программы формирования нефтехимического кластера. Еще одна тема, которая волнует не только промышленников, но и всех горожан – поднятие уровня Чебоксарского водохранилища. Наконец в администрации появился официальный и довольно интересный документ из Русгидро. Планируют они на территории городского округа выкопать 69 колодцев специальных. И вода вся туда. Да, пролить где-то в районе 100 каналов, причем каналы будут проходить как и по селительной части территории города, так и по промышленным предприятиям. И когда мы задаем вопрос, а вы как будете согласовывать рытье каналов, строительство насосных станций, рытье колодцев на территории промышленных и химических предприятий, ну, они говорят, нам это не наша забота, ваша забота, договаривайтесь. Общая длина канала 22 750 метров. Ну, действительно, все сказал, да, превращаемся в маленькую Венецию. Был этап, когда наряду с этим проектом рассматривался альтернативный. Водонапорная плотина, да? И почему-то вот под, я так понимаю, скорее всего, под напором Русгидро, вот альтернативный проект как-то ушел далеко в сторону, и о нем стараются не вспоминать. Хотя по факту он имел место, и последствия далеко не такие катастрофические, как в той ситуации, которую мы на сегодня рассматриваем. В любом случае, в правительстве остановились именно на этом варианте. Поэтому промышленники подготовили письмо на имя президента с просьбой не принимать решений в пользу поднятия уровня водохранилища. Но, как оказалось, проблем хватает и на самих предприятиях. Мы провели некий страховой аудит в нескольких компаниях, определяя степени риска и степени застрахованности тех предприятий, которые мы смотрели. Ну вот я вам скажу, что половина из них, а одно предприятие в 4 раза больше платит страховую премию, чем оно могло бы платить. Чтобы исключить такой обман руководителей предприятий, разрабатывается компания «Страховой аудит», которая будет анализировать страховые взносы предприятий. Это убережет промышленников от излишних поборов. Екатерина Волкова, Юрий Байков, телекомпания «Дзержинск».